татарского народа. 55 лет назад всех татар, которые жили в Крыму, вывезли и расселили в другие страны. Но вывозили не весь крымско-татарский народ. Вывозили самую слабую часть крымских татар. Вывозили женщин, вывозили детей, вывозили стариков. То есть тех, которые не могли себя защитить, потому что против них была грубая сила. Были солдаты с автоматами, были машины, были собаки. Что может сделать молодая женщина? И что может сделать ребенок против вооруженного человека? Ничего. Именно поэтому они смогли такое совершить. Потому что наши мужчины были на фронте, они защищали власть, они защищали советскую власть. А эта советская власть воткнула им нож в спину, лишила их родины, уничтожила их детей и жен. Потому что по дороге умерло 46% депортированных. Через 2 года после выселения их на местах депортации умерла еще половина. То есть фактически весь генофонд крымско-татарского народа был уничтожен. Уничтожен болезнями, уничтожен непосильной работой, уничтожен бесчеловечным режимом. Но мы и все вокруг, все в основном знают только о депортации 1944 года. На самом деле геноцид против крымских татар начался гораздо раньше. Первая волна депортации, когда татары ушли сами, более 300 тысяч семей, началась во время завоевания Крымом царицей Екатериной. 300 тысяч семей, состоятельных, богатых, могучих, покинули Крым, потому что не смогли противостоять натиску Российской империи. Пример: Крым был дороже жизни, тому Крым был дороже своей, как бы, вот, не знаю, своей семьи, нацизм крымско-татарского народа. Но власти ничего не смогли сделать. Крымские татары остались, они не смогли убить народ. Нет, на сегодняшний момент вот за эту неделю никто не вышел. И люди вот объявили 7 человек голодовку, и уже 4-й день голодовка продолжается. Будем лежать здесь на земле перед них колесами, но землю мы у них вынудим. Наша голодовка — это как бы знак протеста против того, что власти на сегодняшний день относятся хладнокровно к нашим проблемам, которые уже не одно десятилетие высвечиваются. Но в любом случае мы доказали, что мы есть. Если нам не дадут землю сейчас, за вот эти 2 недели, которые мы находимся, мы будем продолжать борьбу с Крымом. Моя большая просьба ко вам: расскажите о всем, что вы здесь видели, слышали своим соседям, друзьям, родственникам. И не будет выходить на улицу, не будет требовать земли, что его ребенок останется без земли, его дочь, его сын останутся без земли. Потому что все места, которые интересны, мы продолжим наш митинг. Как это можно назвать? Кто хочет после этого что-то сказать, надо будет показать.
Rabbim. Ana babamızların günahlarını bağışla ve bütün soy akrabalarımızın ve bütün Müslümanların yaşayan ve örgenlerin günahlarını bağışla. İlahi ya Rabbim, bütün geçmişlerin günahlarını bağışla. Örgenlere rahmet ile ya Rabbim, yatan yerleri nur cennet olsun. Amin. İlahi ya Rabbim, ilahi ya Rabbim. Halklara sakselettik, yakşılık, mabetlikler ilahi ya Rabbim. Bizim halkımızın korçalağı ilahi ya Rabbim. Bütün Müslümanların korçalağı ilahi ya Rabbim. Bütün Müslümanların bir et ilahi ya Rabbim. Yüreklerimizde sevgi koyup ilahi ya Rabbim. Hepimiz bir olup da güçlü olayız ya Rabbim. İlahi ya Rabbim. Doğru yollarını hepimizin altılar ilahi ya Rabbim. Ve getir olsun razılığına bizini ilahi ya Rabbim. Ve getir cennette, getir olsa cennette. Amin. Ve kabrin azabillerinden tutar ilahi ya Rabbim. Ve cehennem ateşinden tutar ilahi ya Rabbim. Amin. Rabbena acina fi dünya haseneden ve fil ahirat. Nas evimde yaptık halinde çıkacağımız, soracağımız sulardan çıksınlar ya bizge toprak halkımıza versin. Sağ olun cemaat.